Практически у нас все объекты, все котельные готовы, все и потребители, и ресурсоснабжающие организации, они готовы. Но решили уже со среды подавать тепло. И распоряжение мы подготовили, подписали. Мы направили ресурсоснабжающие организации. И, ну, если со среды мы включаем насосы и включаем котлы, это не говорит о том, что прямо в среду уже будет тепло. Это мы почувствуем, наверное, тепло где-то к концу недели. Несколько дней должно пройти, пока, значит, все заработают насосы, пока, значит, тепло дойдет до наших объектов, до потребителей. Сразу же хотел бы обратиться к населению. Да, в первое время будут определенные проблемы. Во-первых, не исключено, какие-то мелкие порывы будут, аварии будут на сетях. Это, ну, это из года в год, уж мы во время наблюдаем, что бывает такое. Потом, значит, надо вовремя, значит, стравливать воздух. Значит, какие-то, надо наладки делать, значит, перекрывать, открывать, там, ну, разные свои есть процедуры. Поэтому там несколько дней пройдут на эти мероприятия. И, знаете, я хотел бы обратиться к руководителям предприятий. Значит, вот эти первые дни необходимо организовать дежурство, ну, чтобы исключить какие-то аварии и подтопления, затопления. Чтобы днем это работники или ответственные люди, а ночью это охранники. На многоквартирных домов система сделана так, что надо с верхних этажей стравливать воздух. Поэтому желательно, чтобы в эти дни жители верхних этажей, они были дома, доступны были. У нас были такие факты, что на недели, на месяцы вы уехали, например, некоторые жители, а именно с их квартиры надо стравливать воздух. И остальные весь стоят, вот весь, например, все 5 этажей при этом сидели без тепла. И такие у нас факты были. Поэтому вот эти период подачи тепла, все-таки я очень настоятельно прошу, чтобы были дома. Если уже тепла не будет, прямо в понедельник, в этих, тогда я рекомендую вам обратиться, значит, жителям, обратиться в свои управляющие компании, а уже организациям, всем предприятиям обратиться в аварийную службу АПТС.